Здравствуйте, уважаемые телезрители! С сегодняшнего дня на канале ЛТР мы начинаем передачу «Об этом полезно знать всем». Мы с вами находимся в Кыргызском техническом университете имени Исхака Разакова, соответственно, на кафедре технологии продуктов общественного питания. Я являюсь старшим преподавателем этой кафедры, Абакирова Лиза Майрамбековна. Со мной студенты 4-го курса ТПОП 1Б16. Соответственно, сегодня мы с вами хотели бы показать, у нас лабораторные занятия, мы хотели бы показать с вами один из видов тепловой обработки, то есть, можно сказать, даже такой режим, как приготовление, технология приготовления блюд на водяной бане. Что это значит, да? Приготовление блюд на водяной бане? Это водяная баня считается одним из щадящих режимов, потому что здесь мы применяем такой режим, как варочная среда не прикасается с приготовляемым продуктом. Да? То есть по сравнению с основными видами жарки, с основным видом варки, здесь теряется меньше пищевых веществ. Соответственно, продукт, приготовляемый в водяной бане, он остается, потери массы, потери пищевых веществ сокращается от 15 до 35%. Когда температура внутри продукта только 100 градусов, то есть она не кипит и не жарится, да? При этом все пищевые вещества сохраняются. Соответственно, вообще само приготовление на водяной бане уходит история возникновения этого вида приготовления технологии пищи, уходит далеко в древность, 2-3 век, и придумала его, оказывается, алхимик Мария. Где-то на Ближнем Востоке сравнительно, это сейчас современная территория Египта. Сейчас мы с вами со студентами расскажем, покажем, что это такое, и хотелось бы представить вам студентов 4-го курса, это Эльдар, который нам расскажет, значит, приготовление блюд в водяной бане. Пожалуйста, Эльдар, слушаем тебя. Сегодня мы используем два продукта в водяной бане. Первый это мусс из форели, и второй это крем карамельный. Для приготовления мусса из форели мы предварительно все взвесили. Используется два вида рыбы, это форель и сазан. Вот, например, форель мы предварительно, как раз сказать, чистили, это у нас уже мелко нарезанная форель. Сазан тоже чистили без филе, без костей, все. Вот мы взбили, да? Да, взбили. Мы добавляем сметану, аккуратно смешиваем, да, добавляем сазан после этого. Сазан мы очистили от костей, измельчили миксером, приготовили и как раз добавляем в эту густую пену. В данном фарше мы использовали 100 граммов сазана измельченного, использовали 3 белка, то есть и сметану. Затем мы все перчим и солим. Все, поперчили, посолили. Это все закрываем фольгой, для того, чтобы вода не попала. И теперь отправляем это все в духовой шкаф. Для начала берем вот противень, туда наливаем горячую воду, для того, чтобы в духовке хорошо циркулировалось все это. Необходимо сделать так, чтобы вода на 2/3 перекрывала форму. Выкладываем в духовой шкаф. Почему мы значит, применяем такой метод, да, именно приготовления на водяной бане? Вот как вы видели, да, мы поместили, наполнили формочку и положили в водяную баню, то есть в духовку мы будем класть. Почему мы таким методом готовим, да? То есть считается, что сейчас это как инновационные методы приготовления пищи для того, чтобы пищевые вещества не потерялись, не ушли в жарочную среду или в варочную среду. То есть когда мы готовим ежедневно, да, мы с вами обязательно берем кастрюлю или сковороду, заливаем воду или масло, да, и начинаем туда выкладывать основной продукт, мясо, например. И все пищевые вещества, которые содержатся в мясе, они вытекают в жарочную или варочную среду. И, соответственно, пищевые вещества, которые полезны для нашего организма, они остаются в бульоне или на сковороде, на дне сковороде. И получается, что продукт уже на 50% он теряет свои полезные свойства. Вот поэтому один из инновационных методов приготовления блюд, щадящих режимов,
Это вот приготовление блюд на водяной бане, то, что мы продемонстрировали, да, студенты нашей кафедры. Соответственно, в домашних условиях это тоже возможно приготовить. В Европе этими методами уже давно пользуются, но надеемся, что в нашей республике мы тоже постепенно перейдем к приготовлению полезной пищи в том смысле, полезной для нашего с вами организма. Наш мусс из форели готов. Для него подается соус. Мы соус приготовили майонез, щавель и оливковое масло. Его подается вместе с муссом из форели. Мусс из форели приготовлен из 2 видов рыбы, как мы знаем. И также вот, оно очень полезное, так как рыба у нас сама по себе легко усвояемое блюдо. Да. Да. В нем сохранились все минеральные вещества, и он подходит как для детей, так и для пожилых людей. Всем приятного аппетита! Мы хотели бы еще показать один вид блюд приготовления на водяной бане, это уже будет, да? В водяной бане мы с вами посмотрели уже, в духовке, да, которую можно приготовить, в принципе, и в домашних условиях. Теперь еще один вид приготовления на водяной бане у нас покажет студентка группы 4-го курса Гульнура, продемонстрирует, как это приготовить овощное рагу на водяной бане. Пожалуйста, Гульнура. Приготовление блюда на водяной бане осуществляется очень простым способом. Берется емкость большего размера и меньшего размера. Большую емкость заполняется кипящей водой, а верхняя емкость она заполняется продуктами, которые подвергаются тепловой обработке. Конструктивно это будет выглядеть так, то есть это очень удобно сделать в домашних условиях. И берется маленькая емкость, в нее заполняются продукты. Сейчас мы хотим приготовить блюдо рагу из овощей. Нужно соблюдать основные правила, то есть берутся продукты, которые по плотности больше, чем остальные по консистенции. В нашем случае это морковь, мы ее заполняем слоем и равномерно распределяем. Далее по плотности идет картофель, мы его также кладем сверху. Не забываем перчить паприкой сушеной и не забываем посыпать соль. Далее мы кладем лук и также его равномерно распределяем. Далее мы помещаем грибы, в данном случае шампиньоны, распределяем и кладем чеснок. То есть это очень легко приготовить, все продукты доступны, и в домашних условиях для семьи можно приготовить данное блюдо, и это даже очень удобно. И в таком случае, при таком приготовлении блюда сохраняются полезные вещества, что очень полезно, например, даже для наших родителей. Далее сверху мы кладем кусочек сливочного масла. И наше данное блюдо почти готово. Мы кладем его в кипящую воду, которая предварительно настоит уже на электрической плитке. Эту емкость мы закрываем крышкой, плотно закрываем крышкой. И далее мы кладем его в емкость побольше, то есть во вторую нашу кастрюлю, которая предварительно заполнена кипящей водой. То есть большая емкость должна быть на 2/3 заполнена водой, кипящей водой. И закрываем крышкой. И оставляем на 1,5 часа до готовности. Наше рагу из овощей готово. Блюдо сохранило в себе все свои ценности, так как оно было приготовлено на водяной бане. Сохранилась сочность продуктов и все полезные вещества. То есть данное блюдо мы можем порекомендовать для такой категории людей, как пожилые люди, и для детского питания. Из таких простых продуктов можно приготовить такое замечательное блюдо, которое очень полезно и легко приготавливается.
уважаемые телезрители, мы переходим к следующему нашему блюду, которое мы хотели бы приготовить на водяной бане. Рецепт его такой же простой, такой же нетрудоемкий. В принципе, его может сделать каждая хозяйка, каждый человек. В общем, его может сделать каждый. Вот. Следующее наше блюдо называется крем-карамель. И о технологии его приготовления расскажут нам студенты 4-го курса. Нурпери Тазим, пожалуйста. Получается, следующий десерт называется крем-карамель. Для его приготовления нам нужно приготовить 2 отдельных продукта. Мы уже заранее подготовили наши продукты. Далее мы подготовили посуду, где мы будем запекать наш крем-карамель. Мы их предварительно уже смазали. Для приготовления нам необходимо 250 мл молока, 100 граммов сахара, 100 граммов воды. Также нам необходимо 15 грамм ванильного сахара и 15 грамм обычного сахара. Также нам нужно 3 яйца. Вот, 3 яйца. И формочки для запекания. Они должны быть керамическими, заранее смазанными сливочным маслом. Мы разбиваем яйцо в чашку. И взбиваем вилкой или венчиком. Ну, миксером на малых оборотах желательно. Лучше Потому вилкой что или когда венчиком? она будет запекаться, там будет образоваться воздух, который потом придаст некрасивый вид продукту. Желательно вилкой, да. Да, желательно вилкой. Добавляем ванильный и обычный сахар. Хорошенько перемешиваем. Молоко нагреваем. Его оставляем в сторонке пока что. Берем молоко. Нагреваем. Мы наливаем молоко. Должны подогреть его. Подогреваем примерно до 60 градусов, но не кипятим. Буквально 3 минуты. Мы должны постоянно перемешивать наш желток с сахаром. Пока греется молоко, мы должны перемешивать наше яйцо, чтобы Сахаром. растворился сахар. Подогретое молоко мы тонкой струйкой вливаем в наше яйцо с сахаром и перемешиваем. Хорошенько взбиваем. Сахар уже растворился, мы должны приготовить теперь крем-карамель. Нужно сначала его процедить через... Чтобы пенка ушла, вот эта ненужная, она, вот я же говорю, излишки воздуха образуются. И чтобы убрать их, нужно процедить их через сито. Остальное убираем ложкой. Далее мы готовим посыпаем, карамель, крем-карамель. Для этого нужно сахар сахар, и вода. вода. Кипяченая вода. Засыпаем в кастрюлю, распределяем по поверхности и заливаем воду. И ждем, пока она начнет кипеть, чтобы она карамелизовалась. Получается, сахар должен карамелизоваться и поменять свой цвет в ярко-коричневый цвет. Далее мы снимем с огня и приготовим наш запечем его в духовке на водяной бане. Карамель готов. Получается, мы вливаем нашу молочную смесь аккуратно поверх карамеля. Она заполняется почти до краев. И перед запеканием мы покрываем сверху фольгой, накрываем. Плотно закрываем фольгой. В противень мы заранее вливаем горячую воду. По данной рецептуре у нас получится 4 порции. Осталось только запечь при температуре 150 градусов Цельсия 45 минут. Достаем противень из духовки. Достаем наши
формочки, на расстоянии ставим. Когда она уже приготовится, мы достаем его из формочки, даем охладиться. Потом далее мы проводим по краям ножом или зубочисткой. Даем полностью охладиться и выкладываем на тарелку. Переворачиваем на тарелку. Карамель он вливается красивой струйкой, по краям стекает и приобретает очень хороший вид. Наш крем-карамель готов. Мы его посыпали кунжутом для красоты. 45 минут прошло. Приятного аппетита. Да, всем приятного аппетита. Ну что, уважаемые телезрители, мы сегодня на нашей кафедре технологии продуктов общественного питания со студентами 4-го курса продемонстрировали, значит, приготовление блюд на водяной в бане, в водяной бане. То есть вы все видели сами. Все приготовленные нами блюда, они имеют очень полезные свойства для нашего организма, потому что вы видели, что основное приготовляемое блюдо не соприкасается ни с жарочной, ни с варочной средой, что очень благоприятно влияет на качество готового блюда, да, в нем сохраняются все полезные пищевые качества, нужные для организма человека. Мы хотели бы призвать, да, посоветовать даже, может быть, порекомендовать гражданам нашей страны, нашего любимого Кыргызстана, чтобы мы перешли, начали готовить таким образом для того, чтобы у нас было больше здоровых людей, чтобы мы питались правильно, да, чтобы у нас было здоровое, правильное питание. То есть эти блюда, продемонстрированные нами, да, они полностью отвечают правилам здорового и правильного питания. Вот к этому мы хотели бы вас призвать и сказать о том, что мы готовим на нашей кафедре таких специалистов, как технологи общественного питания, которые могут ответить на любые ваши вопросы, что касательно правильного питания, здорового питания и что касается аспектов питания в любом вопросе. Да, наши специалисты, мы готовим специалистов в этом отношении. Уважаемые телезрители, мы хотим пожелать вам приятного аппетита и до новых встреч. Будьте всегда здоровы!